Как быстротечна река времени. Она безвозвратно уносит прожитые жизни, первый крик ребенка, смех, шепот, голоса. Зимы сменяются веснами, правят бал новые времена и нравы. Неужто все канет в лету? Неумолимый бег часов, мелькание секунд может остановить талант. Талант художника. Остаются в памяти народной воспоминания, чувства, остаются картины и песни, стихи и сказки, рожденные творческой фантазией мыслителя и созидателя. Именно таким и запомнился родным и близким, друзьям и коллегам по творческому цеху Филипп Ильич Балдаев. Неутомимый искатель зерен истины, исследователь народной мудрости, литератор, сказочник, художник, резчик по дереву, искусствовед. Филипп Ильич был по жизни очень юморной человек. И вот в его сказках столько много юмора, детского юмора. И все эти сказки очень легко читаются. Школьникам из второй школы Улан-Удэ, детям компьютерного века, близки и понятны строки басен и юморесок Филиппа Ильича, сочиненные полвека назад. Гарма! Ты где? Гарма! Услышал Гарма, что зовет его сестра, и спрятался в высокой траве. Мам! Гарма! Пожалуйста, нерна. Ябыш, яндан хашын, яныгы шыпши, яяр марин, барын хойны улын, адыр борын, аюл хихын. Родился Филипп Ильич Балдаев в семье крестьянина Николая Ильича Балдаева и его супруги Эржены. По крещению Авдотьи в Бурьянгутском булсовете Иркутской области. Детство его прошло в родных Боханских степях, а вот юность в городе Иркутске, где он учился и окончил Иркутский педтехникум. Были мы в Бурьянгутах, где он родился, вырос. И мы там сделали поклонение Большой горе. Обычно все родственники, вообще все с Бурьянгутов, когда приезжают туда в село, делают поклонение. Ихахададавит. Большая гора. Вот напротив, как раз к моему дому подъехали. Я здесь живу. В колхозе работала, бухгалтером работала до пенсии. Место работы никогда не меняла. В одном месте проработала до пенсии. После пенсии еще 12 лет работала. Здесь же замуж вышла, детей вырастила. В общем, и до сих пор живу. А там пониже, дальше, отцовский дом был. Истоки характера любого человека, начало становления личности, его малая родина, его родительский дом, очаг предков, по заветам которых жили деды и прадеды. Филиппу Ильичу, так же как и тысячам его земляков, с детства врезались в память родные пейзажи Боханских, Осинских, степей и гор, силуэт священной горы Хатын-Ула, и до сих пор живет имя славного земляка в памяти новых поколений Верхоленья и Приангарья. И, конечно, в родном старинном селе Бурят-Янгуты Осинского района Иркутской области. Картины Филиппа Ильича украшают Бурят-Янгутскую среднюю школу. Наша бурянгутская земля родила прекрасных сыновей и дочерей, к числу которых вот относится Филипп Ильич, заслуженный деятель искусств Бурятской ССР, член Союза журналистов Советского Союза, награжден которым многими наградами, медалями, орденами нашего Отечества. Поэтому мы, потомки его, конечно, знаем, помним, чтим его память, как о прекрасном нашем земляке, который прославил нашу ингутскую землю.
Мы привезли и дарим в вашей школе рассказы, сказки детские на бурятском языке, на русском языке, воспоминания о нашем отце. Книги его были опубликованы при жизни. Часть материалов впервые из Национального архива опубликовали мы из рукописей. Поэтому хотелось бы, чтобы школа в деревне, в которой он вырос, чтобы она имела представление о том, что он писал. Он писал для детей. Эти картины хотелось бы, чтобы увидели наши дети. Надеемся, что картины у нас останутся, и мы попробуем открыть выставку, откроем выставку картин Филиппа Ильича Балдаева. Земля янгутская богата и щедра, в лесах березы, сосны, дивный кедар. Вода прекрасна и чиста, и бьют ее ключи самых недар. Небо на Янгутии синей, солнце над Янгутией светит, будьте воды наших рек полней, земля янгутская. А здесь, у подножия сакрального святилища Хатын-Ула, в переводе с бурятского «Царь горы», проводятся обряды почитания местных духов, богов-хранителей булагатских родов, бережно сохраняются народные традиции, благородному делу возрождения которых послужил и Филипп Ильич Балдаев. Счастье, почерпнуть его правительский дар, зарядиться его отцовской любовью испытали дети Филиппа Ильича и Софьи Хазагаровны. Их счастливое детство прошло в уютном дворике на улице Шмидта в центре города Улан-Удэ. В начале 50-х годов мы нашу семью, многодетную, 5 человек, поселили вот в этом доме. Мы получили двухкомнатную квартиру с печным отоплением. Этот дом был тогда совершенно новый, все были очень довольны, радостны. А когда мы сюда поселились, мы обнаружили, что во дворе нашего дома там находится дом, в котором живут все наши художники. И Сампилов, и Мордегеев, и Павлов, и Тимин, Окладникова, Неволина, Шестакова, Аржикова дети. То есть все мы оказались в одной куче, в одном дворе. И этот двор наш, чудесный двор, нам родители обустроили. Они собрали субботник, достали саженцы, выстроили настоящий парк для нас, вместе какие-то качели для нас сделали, клумбы построили. Это был чудесный, прекрасный двор. И детство наше прошло здесь, я сказала, просто безоблачно. Было очень весело, было очень интересно. Жили практически во всех этих квартирах, мы ходили друг к другу в гости, мы слышали их разговоры, их беседы. Они очень интересно встречались, играли в шахматы почему-то. Я помню, постоянно в шахматы играли, обсуждали проблемы политики и государства, поскольку большая часть была коммунистами, обсуждали партийные собрания и решение партии и правительства, что нужно делать, чего не нужно делать. Это было очень интересно и весело. Начало творческой деятельности совпало с замечательным временем, когда становилось бурятское профессиональное изобразительное искусство. Его коллеги в те годы – Церенжап Сампилов, Роман Мордегеев, Иннокентий Дадуев, Иван Аржиков, Георгий Павлов, Александр Окладников, Алексей Тимин. Филипп Ильич Балдаев действительно человек такой, неординарный, что ли, судьбы. В принципе, я думаю так, что за его какой-то определенный талант направили учиться сначала, его выявили, а это, я думаю так, что все-таки, наверное, он Богом осененный человек, да, когда он еще с детства, не знаю, что такое грамота изобразительная, пытался рисовать еще карандашом, угольком на бумаге, и стал как-то по, так сказать, своему влечению
иллюстрировать книги детские. И вот эти книги, кстати говоря, увидели и как талантливого юношу потом отправляют учиться, чтобы он все-таки стал художником. В 1933 году был создан Союз художников Бурятии. Филипп Ильич, избранный ответственным секретарем, внес неоценимый вклад в развитие бурятской живописи и графики. В 1940 году в Москве во время декады бурятской литературы и искусства впервые Филиппом Ильичем была показана взыскательной столичной публике самобытная, крупномасштабная картина в историко-этнографическом жанре «Шано Батор». Это один из видов главных, да, традиционного бурятского искусства, это чеканка по серебру. Вот в этих витринах представлены как раз вот те произведения серебряные, которые привозил Филипп Ильич Балдаев с сотрудниками из своих экспедиций по республике. И я действительно думаю так, что здесь как раз-таки проявился опять дар художника и музейного работника предвидеть, смотреть далеко вперед, потому что он прекрасно понимал, что все эти произведения могут, в общем-то, когда-то и исчезнуть. Мечта нашего музея вообще показать, так сказать, все произведения, которыми мы обладаем, этой уникальной коллекцией. Значительный вклад он внес в музейное дело Бурятии. На протяжении 15 лет, возглавляя художественный музей имени Сампилова, проделал огромную работу по комплектованию фондов музея, по пропаганде бурятского изобразительного искусства. Составленный им каталог «Бурятский народный орнамент» вошел в золотой фонд бурятского искусства. Благодаря огромной, кропотливой работе, ответственной гражданской позиции Филиппа Ильича Балдаева, бурятские художники, ювелиры, народные мастера второй половины XX века получили мощный импульс для творчества. И сейчас, в третьем тысячелетии, в век сверхзвуковых скоростей и интернета, по-прежнему этот альбом, ставший библиографической редкостью, остается сокровищницей бурятских народных орнаментов и узоров. Мог взять карандаш, уголечек и одним движением руки, не останавливаясь, он начинал что-то выводить на бумаге, и появлялось либо животное, либо еще кто-то. Не отрывая уголька или карандаша от бумаги, он все это выводил. Вот, и я вот его запомнила очень добрым человеком, очень добрым, добрым и с хорошим чувством юмора. Вот мои личные воспоминания о Филиппе Ильиче Балдаеве. На сегодня я очень довольна, что он мне подарил картину, и у меня сейчас дома висит его работа. Удивительная работа, как раз вот в духе Филиппа Ильича. Она выполнена маслом. Там осенний этюд, казалось бы, такая неброская работа. Она не разноцветная, маслом. Осенний унылый лес, но в то же время такая лирика, такая поэзия, и так домик вдалеке стоит. Она мне очень нравится, эта работа его. И я всегда, когда на нее смотрю, я всегда вспоминаю Филиппа Ильича Балдаева и нашу поездку именно осенью в Равнинский район. И у меня с детства остались некоторые его зарисовки, эскизы, которые я по много-много раз смотрел, листал, и всегда мне казалось, что это так красиво, что это может создать руками человека. Если говорить о нем как о детском писателе, то я как только научился читать, с Улан-Удэ отправили книжку «Холтусамба Улясам». Вот эту книжку я зачитывал от корки до корки. Автором ее был Филипп Ильич Балдаев. Я думаю, что найти такой эпизод и таких персонажей, наверное, это может только человек, который живет в гармонии с природой, видит природу, понимает и, самое главное, любит детей. Оригинальные, неповторимые иллюстрации Филиппа Ильича к детским книгам стали классикой книжной графики и бурятской литературы.
целые поколения детей Бурятии выросли с замечательными книжками, к которым приложена рука одаренного иллюстратора. Филиппу Ильичу, благодаря маму, наверное, скорее всего, Софьи Хазагаровны по ходатайству, расширили это Банзаровских детей много у нас, там квартира тесная, и получили вот это в 1975 году. И я с Сережей беременна, будучи 75-й год, значит, переехали мы сюда, мама, папа. И так что мы с детьми выросли в музее, как будто говорится, дети музея. Выросли, включая там уже вот еще строили союз художников. Мы с детьми, там все было обрал, это воскресники, и мы таскали кирпичи туда-сюда, вереницы, так что бегали, практически все развитие музея и развитие Союза художников практически прошли через Филиппа Ильича, а мы рядом с Филиппом Ильичем были. А так как этот дом стоит на самой дороге, и после парада, до парада, и в общем, у нас были и художники, и писатели, и журналисты, и просто люд, такой простой народ, люд приходил. Так что у нас была самая активная такая форма общения здесь. Улицы старинного центра помнят его шаги, его улыбку, его незабываемый голос. На уроке английского языка мы изучали бурятское искусство, художников в Бурятии. Я, естественно, выбрала своего прадедушку Филиппа Ильича Балдаева. Я подготовила такой бумажный материал. Мы с моей бабушкой сделали все его работы бумажные, все это положили в папку, все это сделали очень красиво. И все это рассказывала на английском языке. Мои одноклассники, мои преподаватели были очень удивлены, что, оказывается, у меня был такой великий прадед. Творческий дар Филиппа Ильича – любить жизнь, любить людей, любить свой народ, видеть и чувствовать время, его неиссякаемый, острый, наполненный глубоким смыслом юмор и по сей день вдохновляет все новые и новые поколения. Из уст в уста передаются жемчужины мудрости Филиппа Ильича, рожденные поистине в глубине философской картины мира бурятского народа. Сила творческого дара, духовная целостность, величие духа Филиппа Ильича Балдаева всегда были и будут примером для настоящих и будущих поколений. Именно такие неординарные люди, перенеся с честью испытания, лишения и тяготы, становятся титанами духа, хранителями бессмертного народного гения. Велик род Балдаевых, живут на земле дети, внуки, правнуки, и каждый из них несет частицу творческого дара многогранной личности Филиппа Ильича Балдаева. Одного из лучших сыновей бурятского народа, мыслителя, патриота, философа, живописца, благодарная память о котором сохранится в веках.